Саламатсыздарбы достор, мен азыр сиздерге видео көргөзөм. Ал видео Brain Time каналынан алынды. Мен кыргызча отуроюн деп ойлонгом, анан кайра чота кыргызча отурсам болбой калат экен да. Андан көрө орусча бойдон кала берсин деп видеону Brain Time каналынан жүктөп, бияка жүктөдүм. Ошондуктан до конца көрүңүздөр, мотивация алыңыздар. Менин айтарым, биз жөндөн жөн эле жалкоолонуп, нойт этип атабыз. Ал эми азыркы видеону көрсөңүздөр, сиздер баарын түшүнөсүздөр. Приятного просмотра. Привет, друзья! Человеческая жизнь с глубокого детства и до самого конца – это непрерывная череда из вопросов, которые мы себе задаем. Кто мы, в чем смысл жизни, в чем наше предназначение? Лишь часть этих вопросов остается без ответа, потому что наш мозг – удивительная штука, способная решить и придумать абсолютно что угодно. Когда нас преследуют неудачи, мы тоже, как ни странно, задаемся вопросами. Кто виноват? Почему так получилось? Могло ли все сложиться иначе? Отвечая на эти вопросы, мы почти никогда не виним во всем себя. Чаще всего придумываем всевозможные отговорки. Не бегаю, потому что плохая погода, не худею, потому что кость широкая, не получила повышение, потому что начальник нехороший человек. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, как часто все эти оправдания лишь повод, чтобы не прилагать достаточно усилий? Сегодняшнее видео изменит наш взгляд на вещи. Мы покажем вам человека, для которого не существует оправданий и который, имея намного меньше, чем многие из нас, добивается гораздо большего. Это история Зиона Кларка. Взгляните на этого парня. Если мы покажем вам его выше пояса, вы ни за что не догадаетесь, что с ним что-то не так. Красивый, атлетичного телосложения. Зион Кларк увлекается музыкой, играет на барабанах в группе при местной церкви, получил диплом по менеджменту, регулярно посещает фитнес-зал, профессионально занимается борьбой и мечтает поучаствовать в Олимпийских играх. Со слов обычный, целеустремленный парень, который явно добьется в жизни успеха. Вот только есть одно довольно большое «но». Зион совсем необычный парень. Его жизнь с самого начала была намного сложнее, чем жизнь любого из нас. Он родился с синдромом каудальной регрессии. Это редкий и тяжелый врожденный порок развития позвоночника и спинного мозга. Синдром встречается у одного ребенка из 25 тысяч. Сразу после рождения от мальчика отказались родители. Наверное, решили, что растить инвалида – это слишком сложно. Зиона отдали на усыновление, однако настоящих родителей он нашел не сразу. Первые несколько лет мальчик менял одну семью за другой, пока, наконец, его не взяла к себе семья Кларков. Эти удивительные люди не только не побоялись взять в семью инвалида, они еще и предоставили ему все необходимое, чтобы Зион смог реализовать себя и превратиться в человека, которого язык не повернется назвать с ограниченными возможностями. Зиону было всего 7 лет, когда приемные родители отвели его в секцию борьбы. Мы даже представить себе не можем, как сложно было такому ребенку соревноваться со здоровыми детьми. Однако, по словам Зиона, борьба придала ему сил, научила верить в себя, а еще у него, наконец, появилась цель в жизни. Парень рассказывает, у него не было ног, однако он хотел обладать хорошей физической формой, насколько это вообще возможно. Поэтому ему пришлось тренировать руки и тело вдвойне усиленно, чтобы они смогли компенсировать неполноценность. Когда Зион только начинал заниматься спортом, вряд ли кто-то мог предположить, насколько далеко он зайдет в своем пути. Однако сегодня его соперники даже не думают не воспринимать Кларка всерьез. Некоторые, конечно, пугаются, однако Зион заявляет, во время борьбы нужно отбросить все, что не касается борьбы. Неважно, как ты выглядишь, какие у тебя недостатки. Бороться всегда нужно на равных. Вот так годы тренировок превратили Кларка в полноценного, опасного противника. Он умеет как следует координировать тело, использует руки как ноги, так что без проблем подбирается к соперникам и делает захваты. Вы можете решить, что это всего лишь слова. Но нет, ничего подобного. Зион действительно на равных соревнуется со здоровыми людьми. 2017 год, например, принес ему 33 победы на ринге и всего 15 поражений. Вес парня 45 килограмм, однако среди взрослых такой маленькой весовой категории попросту нет, поэтому Зион соревнуется со спортсменами, вес которых 57 килограмм.
Тренер парня заявляет, что его пример невероятно вдохновляющий. Унывать и расслабляться попросту не получается, когда Зион тренируется поблизости. К летним Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Токио, Кларк будет юниором, а значит, он вполне может принять в них участие. Так что если увидите человека без ног в рядах олимпийской команды США, не удивляйтесь. Это всего лишь невероятно целеустремленный Зион Кларк. Кстати, мы не случайно в самом начале ролика заговорили про оговорки и оправдания, а точнее про их отсутствие. Потому что никаких оправданий. No excuses. Это девиз, который руководит Зионом по жизни. Чтобы никогда о нем не забывать, парень сделал на спине татуировку. Пример воодушевляющий, не спорим. Однако не стоит думать, будто если Зион может похвастаться таким большим количеством достижений, его путь был легким. Нет, как раз наоборот. Чтобы быть полноценным и соревноваться наравне со здоровыми людьми, Зиону пришлось трудиться в 2, а то и в 3 раза усерднее. Не сдаваясь, не опуская рук, превозмогая боль, усталость, а порой и разочарование. Наверняка в жизни Кларка случались моменты, когда ему хотелось все бросить, а цель как будто не оправдывала все испытания, которые нужно было ради нее преодолеть. Однако Зион все-таки справился. Будучи религиозным человеком, он считает, что Бог нарочно послал ему такое тяжелое испытание. Именно оно сделало его человеком, которым он является сейчас. Сильным, целеустремленным и, что немаловажно, очень жизнерадостным. Абсолютно у каждого из нас есть цель. Чем более она поразительная, тем усерднее ради нее нужно трудиться. Часто нам хочется сдаться еще в самом начале пути, однако вы открыли это видео не случайно, так что пусть вдохновляющий пример Зиона прочно засядет в голове. В следующий раз, когда вам будет казаться, что вы устали или не хватает времени, или еще что-либо вас сдерживает, просто подумайте о простом 21-летнем парне из Огайо. Его сдерживало собственное тело, а он все равно упорно шел к своей цели. У нас все. До скорого. Эми, достор, өзүңүздөр видеону көргөндөй эле баланы жада калса ата-энеси да калбай койгон жана эми бул өзү айткандай Кудайдын берген белеги дейт экен. Ошон үчүн мен ойлойм, сиздер бул видеону көргөндөн кийин мотивацияңыздар көтөрүлүп, иш кылгыңыздар келип калды. Жанагы өзү айткандай, бала өзү айткандай, эч кандай актануу же болбосо никаких оправданий. Так что никаких оправданий дагы лайк басабыз, комментарий жазабыз. Жана досторубузга обязательно ушул видеону көргөзөбүз. Саламат болуңуздар. И ссылкага таштап койдум видеонун оригиналын.